ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45. Еженедельная планерка в мэрии. От управления ГУЧС требует отчет о ситуации с нефтью. Некоторое время назад были снова обнаружены пятна черного золота. Тогда на предполагаемые места ездили брать пробы, общественники снова забили тревогу, а в группе администрации с тех пор вывешиваются показания ежедневных проб воды. ГУЧС также рапортует, что все в порядке. Но мэр парирует: паводок сейчас, воды больше, может от этого показания в нормативах. Пробы незначительно повышались по реке Ярига. Последние две пробы, это за 10-11, составляют 0,24 соответствующие и 0,21. Это в пределах нормы. Поэтому мы видим стабилизацию обстановки. Обследование... В 3-4 раза больше, чем она обычный объем воды. Поэтому оно расплывается. Если сегодня есть там хоть какая-то приближенность к нормативу, это значит, если по нормальной воде это было бы большие пробы, большие показатели. Мы имеем превышение в связи с тем, что у нас имеется повышение уровня воды, и понятно, что это идет смыв той оставшейся нефтесодержащей жидкости, видать, которая находилась по рекам реки Ярига. Коснулось обсуждения вопроса маршрутных такси, тех самых, что стали некоторое время назад ходить по городским маршрутам и составляют конкуренцию перевозчикам по муниципальному контракту. На очередной Ухтинской комиссии по безопасности движения местному ГИБДД рекомендовали при проведении проверок обратить внимание на деятельность этих самых таксистов, в кавычках. Кроме того, подыгрывать одной из сторон хотят и с помощью лицензирования. Я говорю о том, что получение лицензии вот таким видом транспорта. Минпром четко, ясно заявил: дайте нам предложение, что бы вы хотели, допустим. Да, мы, говорит, тоже со своей стороны будем ходатайствовать, как я еще раз говорю, как было заявлено, что из КАМАЗа можно делать такси, чтобы вот таких вот не было случаев. Мы, говорит, дальше пойдем уже со стороны, если от нас, муниципалитета, к ним поступают документы, мы инициируем. Они дальше прорабатывают, отправляют уже в Минтранс Российской Федерации для того, чтобы внести изменения. Вот эти вот предложения я вас просил разработать совместно с и ГИБДД, и с Управлением государственного дорожного надзора, и с правовым управлением. Начальник управления ЖКХ ответил, что предложения уже отосланы в Сыктывкар. Как будет дальше, продолжим следить за ситуацией. Из хороших новостей: на днях городадминистрация и гендиректор «Газпромтрансгаз Ухта» договорились совместно восстановить городской объект в парке КИО. Совместно с ними будет восстанавливать плотину здесь, которая на озере Носолюшина. Когда уйдет вода, вот сейчас буквально, может быть, в понедельник выходит на миг, выйдите на место, посмотрите, какие работы там надо будет сделать. Совместно с ними они нам окажут помощь в восстановлении этой плотины, восстановлении моста этого, который у нас переходит на эту сторону. Это в понедельник, вторник, все выходит туда, начинает этим работать. Отдельного и нелестного упоминания удостоилась уборка города. Дескать, снег, что зимой раскидывали, до конца далеко не вывезен. В парке КИО много сухостоя и поваленных деревьев. Ведомствам, а именно управлению ЖКХ, Горзеленхозу и так далее, поручили исправить ситуацию, а на следующую планерку представить развернутый отчет. Также управлению образования дано поручение составить хотя бы примерный план работ и цену вопроса для некапитального ремонта учреждений сферы образования. Во сколько это может обойтись, нужна точность.